Вице-премьера правительства России Александра Новак знакомит с инвестиционным потенциалом региона. В теплицах агрокомплекса «Сужа» на 10 гектарах круглогодично выращивают свежие томаты. От санкций предприятие не пострадало, наоборот, появился еще больше стимул наращивать производство. Александр Новак пробует ингушские томаты на вкус. Какой попробуем? Пожалуйста, это очень сладкие и слегка с сразу, у нас не используются химикаты для опрыскивания. Мы биологически защита, биологически. Холодильные камеры, резервуары и склады. В агрокомплексе установлено новейшее оборудование, которое позволяет сохранить качество и вкус продукции. Несколько партий уже собрали и готовятся к отправке. Александр Новак интересуется темпами сбора томатов. Специалист лучше Процесс Да. 50 килограмм, метров квадратных. В теплицах агрокомплекса используют систему капельного орошения и полива родниковой водой. Это позволяет вырастить вкусную и спелую продукцию. Производственная мощность агрокомплекса «Сужа» – это 5000 томатов в год. Здесь с начала года уже успели собрать 800 тонн. Покупатель в первую очередь ценит вкус и качество. Продукцию отправляет в города Центральной России. Гибрид томата Малуна, Андера и не только. В комплексе выращивают помидоры нескольких сортов, а также экспериментальные помидоры. У предприятия большие планы. Здесь начали строить новую универсальную теплицу. Они уже выполнены. Подземная часть полностью, как я уже говорил, она уже полностью выполнена. Здесь осталось только сейчас достраивать 5 гектаров последние, это каркаса, и начинать технологический завоз оборудования. Запуском новой очереди тепличного комплекса в планах выращивать салаты, огурцы и не только. Здесь готовы производить столько продукции, сколько потребуется. Новая очередь, которую мы сейчас планируем к строительству, не планируем, мы уже ее осуществляем, она на 30% выполнена. Новая очередь – это 22 гектара в защитном грунте, это стеклянная теплица полностью с системой досвета. Соответственно, эта теплица будет круглогодичная. У нее будет в зимнее время, когда маленький световой день, будет досветка. Это позволяет нам выращивать любые наши продукты, которые нужны для стола, для холодильника наших людей. Поэтому мы можем, у нас планируется, это будет универсальная теплица, у нас планируется как огурец, так и томат. Не только вкусные томаты, но и собственные яблоки. Еще один объект, с которым знакомит вице-премьера российского правительства, крупнейший садоводческий комплекс «Сад-гигант». Предприятие работает с крупными сетевыми магазинами. Ингушские яблоки можно увидеть по всей стране. Заместителю председателя правительства России Александру Новаку рассказывают о рабочем процессе. Весь производственный процесс предприятия полностью автоматизирован. Это позволяет сэкономить время. Сейчас на одной линии работают 80 человек. Эти сочные и румяные яблоки давно получили особую популярность. Сегодня это предприятие «Сад-гигант» одно из самых крупных на Северном Кавказе. Благодаря современной технике удается упаковывать только за 1 час 25 тысяч тонн продукции. В каждом блоке свой пункт управления. Это помогает отслеживать весь процесс от сбора до упаковки продукции. Сколько линий просто спрашиваю? 10 линий стоит. Не линий. На одной линии. На одной линии сколько получается? Фракции. Фракции, Вот он. Вот видите, 50, 55, 60, 65, 78, 85. 8 он сделал. А может до 10 сделать. За сохранность яблок отвечают современные камеры хранения с температурным режимом. Под них отвели 8 блоков. В планах удвоить урожайность. В саду выращивают больше 20 сортов яблок. Вице-премьер пробует яблоки на вкус. На постоянной основе на предприятии работают около 800 человек. В сезон сбора урожая это число увеличивается вдвое. По словам Александра Новака, важно развивать сельское хозяйство, тем более, когда есть такие возможности. Проект «Сад-гигант» мы только что ознакомились. Конечно, это очень большой проект. И он в этом году будет реализовывать 50 тысяч тонн яблок. Это в 2 раза с лишним больше, чем в прошлом году. Идет рост. Это, конечно, и огромный объем инвестиций в республику, около 10 миллиардов рублей. Самое главное – создание рабочих мест. Вот, как мы сказали, здесь в течение года около 1100 человек в среднем трудится. Очень хороший современный проект. И я думаю, что для республики это очень важно, потому что это и налоги, поступления, это возможность формирования бюджета и социальных расходов. Поэтому надо развивать и дальше. И наш
руководитель республики будет этим заниматься, потому что это в модели экономического развития заложено. Поэтому мы считаем, что молодцы. Мне очень понравился проект. Хотел бы сказать первое, спасибо, Александр Валентинович, вот нашли в это время, что приехали и посмотрели те радио. Мы эту модель защищали председатель правительства, правительство в целом, председатель. Но сегодняшняя ситуация, она, Александр Валентинович все перечислил. Это рабочие места, это, значит, налог, это много-много того, что дает нашему субъекту и в целом России нашей. Поэтому сегодняшний день, реально посмотрев, я думаю, у нас есть некоторые вопросы, которые, я думаю, Александр Валентинович способствовать будет, чтобы нам их решать их полегче. Потому что мы реально делаем дело и развивать будем сельское хозяйство. И у нас это получается, и будем делать. Республика и дальше продолжит развивать сельское хозяйство. Сейчас это одно из приоритетных задач для страны. Лина Сычева, Мухаммед Белокиев. Новости 24.